Добрый день, это передача «Акцент» и с вами Аял Яковлев. Сегодня у нас в гостях министр образования и науки Якутии Владимир Анатольевич Егоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Анатольевич Егоров, министр образования и науки Якутии. Родился в 1966 году в селе Сунтар. В 1988 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета. В 1991 году аспирантуру того же факультета МГУ, кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии Республики в области науки и техники, заслуженный работник образования Якутии, педагог дополнительного образования высшей категории, член президиума Шахматной федерации Республики, женат, 3 детей. В последнее время в нашей стране на правительственном уровне очень много внимания уделяется системе дополнительного образования. С чем вы это связываете? Ну, вот такое внимание к системе дополнительного образования совершенно не случайно. Ведь сейчас у нас большие глобальные вызовы в 21 веке, и современное образование должно быть достаточно гибким, чтобы уметь приспосабливаться к этому. А, скажем, основное, общее образование, оно достаточно такое статическое, методика преподавания вырабатывается годами и не успевает так быстро реагировать на современные изменения. А система дополнительного образования, она более гибкая, она позволяет индивидуализировать образовательный маршрут каждого ребенка и максимально полностью удовлетворить вот его именно потребности, его какие-то способности. Сейчас идет в республике нашей апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Можете объяснить, в чем суть этого проекта? Ну, надо сказать, что этот проект, он ведется в рамках реализации приоритетного проекта, федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». И суть его заключается в том, что выполняется такой принцип, что деньги должны следовать за ребенком. То есть у нас ведется такой проект, в котором участвует вот сейчас уже 27 вузов, и каждый участник проекта, вот ребенок, получает сертификат на определенную сумму, с которым он может пойти в любое учреждение дополнительного образования и получить вот интересующую его образовательную программу. Да? При этом получается, что вот те образовательные программы, которые имеются на выбор вот у каждого ребенка, они проходят сертификацию. То есть вот на данный момент у нас ведется реестр и поставщиков вот этих услуг дополнительного образования, и реестр этих программ дополнительного образования. Да? 54 поставщика у нас уже имеется, и около 800 программ уже сертифицировано. То есть выбор уже достаточно широкий. И получается, что при этом мы достигаем того, что, во-первых, дети получают определенную государственную гарантию, что за них будет оплачена определенная сумма, которая вот будет соответствовать именно их интересам и наклонностям. Вот. А во-вторых, получается, что учреждения, те, которые реализуют программы, они, соответственно, должны соответствовать определенным требованиям, да? Высоким требованиям достаточно. И те, которые не будут справляться, те, естественно, будут как бы сходить с рынка. Как бы, да? И только те, которые наиболее интересные, наиболее востребованные, они получат распространение среди детей. Ну, то есть постоянная замена будет? Ну, я бы не сказал, что постоянная замена. Вначале, может быть, какая-то динамика будет, а дальше, наверное, будет, скажем, то, что определенный круг таких программ интересных для наших современных детей, он как бы выявится и будет дальше развиваться. Вот. Ну и, соответственно, некоторая часть тех, которые, может быть, не такие качественные услуги оказывали, но получали как бы государственное финансирование, они могут просто перестать его получать, и все. Хорошо. А какие сейчас меры предприняты для реализации этого проекта? Конечно, вот для реализации этого проекта достаточно пришлось много поработать и с нормативно-правовой базой, вот, и разъяснительная работа проводится с теми районными муниципальными образованиями, которые участвуют в этом эксперименте. Кроме того, мы получили, значит, федеральное финансирование, выиграли конкурс, по которому мы за 2 года получили более 60 миллионов, порядка 68 миллионов
федерального финансирования, добавили свое софинансирование. И, соответственно, вот те районы, которые участвуют в этом пилотном проекте, получили возможность и приобрести и оборудование, получили возможность повысить квалификацию своих педагогических кадров. Вот таким вот образом мы пытаемся развивать дополнительное образование. Уже имеются первые результаты этого эксперимента? Да, вот некоторые результаты мы подвели уже на состоявшемся буквально на днях 19-20 числа таком межрегиональном конференции и совещании по итогам. Да, приехали представители из разных регионов. И, в общем-то, они говорят о том, что мы, Якутия, находимся в числе лидеров по вот этому направлению. И, конечно, безусловно, вот тот опыт, который появился у нас, он будет полезен не только нам, но и всем остальным регионам. Ну, здесь вот достаточно сложный вопрос, значит, вообще говоря, этого персонифицированного финансирования. Здесь есть некоторые аспекты, связанные с особенностями, значит, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов. Да, вот это предстоит еще проанализировать и сделать соответствующие выводы. Наступающим праздником, Владимир Анатольевич, можете пару слов сказать нашим зрителям? Конечно, у нас наступает такой довольно-таки год насыщенный будущими мероприятиями. У нас в 2018 году планируется крупное международное мероприятие, международные интеллектуальные игры, в которых мы рассчитываем, что примет участие порядка 1500 школьников из различных стран, порядка 20-25. Да? Мы надеемся на активное участие детей из нашего региона. И, конечно, вот этот фестиваль науки, знаний, он должен такой всколыхнуть, можно сказать, наше образование и дать импульс для дальнейшего развития. Я бы хотел пожелать всем работникам системы образования, всем нашим детям, ну и вообще всей республике процветания, значит, хорошего 2018 года, исполнения всех проектов, планов, ну и самых наилучших пожеланий вам. Спасибо вам большое за ваши ответы, Владимир Анатольевич. Это была передача «Акцент». Мы с вами прощаемся. С наступающим Новым годом!